Здравствуйте, меня зовут Юлай Гелиуллин, я основатель движения Марган Уксы. Сегодня мы проведем вводное занятие по стрельбе из традиционного лука. Существует две основные техники стрельбы. Это средиземноморская стрельба и стрельба кочевника с помощью кольца. Средиземноморская стрельба заключается в том, что стрела накладывается на лук сверху и тянется тремя пальцами. Таким вот образом. Стрельба кочевника. Стрела накладывается с обратной стороны на большой палец и тянется только одним пальцем. Получается вот таким образом. В чем плюс стрельбы с кольца? Стрела, наложенная на лук, при скачке не выпадает, в отличие от средиземноморского хвата, когда стрела накладывается сверху, и вот приходится ее вот так рукой придерживать. При стрельбе с кольцом у вас не имеют пальцы, и можно выстрелить до 1000 раз. Чем шире поставите ноги, тем будет устойчива ваша стойка. Ноги должны быть чуть шире плеч, и плечи должны быть ровные. То есть не надо наклонять голову, не надо щуриться, спина должна быть прямая, и руки должны быть тянуть. Лук нужно держать за середину, не в край, не в этот. Чтобы проверить центр, можно вот таким образом распределить нагрузку. Стрела накладывается строго под 90 градусов. При стрельбе, в принципе, у вас даже плечи должны быть опущены, и локоть, правая рука, которая натягивает стрелу, должна быть продолжением стрелы. То есть тянете таким образом. Если вы будете тянуть так, то у вас будет защемление плеча. Поэтому тянем и плечо чуть-чуть доводим в сторону. При количественной стрельбе самое важное — стрелять одновременно двумя руками. То есть не получится держать лук прямо и потом тянуть. То есть это очень сложно, поэтому нужно тянуть обеими руками. Одновременно тянете одну руку к подбородку и другой отталкиваете от себя. То есть дотянули до подбородка и левой рукой дотягиваете лук до наконечника. После того, как стрела дойдет до наконечника, отпускаете, и рука у вас автоматически выпрямится. И лук уйдет в сторону. Тогда стрела полетит прямо. Если же вы будете тянуть от этой руки, то при выстреле у вас стрела ударится об лук, и стрела уйдет в сторону. Поэтому очень важно, чтобы у вас лук уходил в сторону для освобождения места для полета стрелы. Важно, чтобы плечо у вас не поднималось. То есть если будет подниматься плечо, то вот этот локоть у вас идет вперед, и тетива будет бить по предплечью. Поэтому важно, чтобы плечи были на одном уровне. И голова тоже была на одном уровне. То есть не стоит ее так опускать, прикрывать глаз рукой и выцеливать по стреле. Потому что стрела имеет свойство такое, она при полете изгибается как змея. И потом уже в конце только стабилизируется. Поэтому вести прицел по стреле не представляется возможным. При стрельбе стоит смотреть на мишень и уже вести стрельбу. Самое важное на лице, вот этим костяшкой, найти точку, от которой будет вести стрельба. Подбородок, щека или под подбородком. Почему? Если вы будете вести стрельбу на весу, как некоторые пытаются делать, то есть через 3-4 выстрела у вас рука начнет проседать. И стрела будет уходить вверх. Поэтому важно, чтобы стрела выходила всегда из одной точки, как бы вы стреляли. И потом вот этой рукой уже регулировать высоту влево-вправо и находить прицел. Важно, чтобы лук упирался полностью в скелет. Если тянуть просто руками, вот таким образом, то есть у вас нагрузка упадет на плечо и можно повредить руку. Поэтому важно, чтобы лук упирался в скелет и стрела тянулась вдоль руки. То есть у вас спина должна быть прямая, плечи должны быть на одном уровне. Со спины это смотрится вот таким образом тоже. То есть вот, видите, должна быть одна плоскость. То есть ни в коем случае вы так голову не наклоняете. Если будете голову наклонять, то есть у вас рука будет тоже уходить в сторону. Поэтому ни в коем случае так не делаем. При прицеливании важно, чтобы у вас был палец, и если палец взять и стрелу взять, получается здесь буква «В».
и вот под это V ставите шарик. То есть не смотрите на то, что стрела будет у вас смотреть в другую сторону, то есть при натяжении она в полете стабилизируется и попадет в цель. Самое основное в стрельбе — это техника безопасности. Ни в коем случае нельзя стрелять, если на рубеже находится человек или за мишенью находится человек. То есть мы ждем, пока все вернутся за дистанцию, и после этого только можно накладывать стрелу на тетиву. Ни в коем случае не направляйте заряженный лук со стрелами на человека или на животное. Это категорически запрещается. Также категорически запрещается натянуть пустой лук и отпустить его. То есть это будет холостой выстрел, что приведет к разрушению лука. То есть лук — дорогостоящий инструмент, поэтому к нему нужно относиться очень бережно. Нельзя также лук упирать в пол, в землю, потому что могут сломаться рожки, где крепится тетива. Тетива в среднем изготовлена из докрона, из современного материала, и в среднем рассчитана на 20-25 тысяч выстрелов. Поэтому к ней тоже нужно относиться бережно, ни в коем случае не капать на нее клей или не трогать острыми предметами. После того, как вы попали стрелой в стенку или в стойку, необходимо после изъятия проинспектировать стрелу на предмет сколов и трещин, иначе вы можете получить себе травму. Категорически запрещается хватать руками за оперение. Оперение изготовлено из настоящих перьев, покрашено в разный цвет, и они очень хрупкие. Если вы будете браться за перья, то они быстро придут в негодность, и стрела ваша не будет лететь далеко. Поэтому стрелу надо брать за хвостовик, за окончание. При установке на тетиву надо ставить до щелчка. Ставим до щелчка, и вот здесь у вас должен быть 90 градусов. Основную руку на луке нужно держать так, чтобы лук упирался в кость. Некоторые пытаются держать таким образом, и при натяжении вся нагрузка падает на вот этот большой палец. Это тоже может привести к травме. Поэтому задача такая, чтобы лук упирался в предплечье, вот таким образом упирается. Видите, я даже руку пальцами не держу. Стрельба ведется по команде «Атеш-бар», стрельба есть, и по команде «Атеш-юг» стрельбы нет, стрельба прекращается. То есть при стрельбе, если у кого-то упала стрела впереди вас, то есть ни в коем случае ее нельзя подбирать, потому что рядом стреляющие могут нанести вам травму. То есть стрелы собираются с пола, с земли, после только команды, когда стрельба окончена, «Атеш-юг». Стрелы из щита вынимаются, надо брать стрелу за основание. Одной рукой продерживаем щит, другой вынимаем стрелы. Ни в коем случае стрелы не вынимаем за хвостовик, то есть на изгиб, потому что стрелы могут погнуться и остаться кривыми. Поэтому одной рукой держим щит, другой берем за основание и вынимаем. Обязательно инспектируем наличие наконечника, которые могут остаться в щите. Если наконечник остался в щите, нужно будет протолкнуть древком до конца и с обратной стороны изъять наконечник, который затем можно насадить будет на клей. Сегодня я вам показал основные навыки стрельбы с кольцом. Надеюсь, что в дальнейшем пригодятся вам эти знания. Стреляйте больше. С вами был Юлай Галиуллин и Атеп Халанса Атеп Хал.